Этот ролик территории Коми снимался в Усть-Куломском районе, в лесу, там, где нет дороги, есть одно направление. А речь пойдет о заброшенной деревне Юдор. Деревня находится в 10 километрах от села Усть-Кулом. На 2023 год там живет один человек, дядя Боря. Вот и мы, дорогие друзья, приехали в деревню Юдор. Тут живет только один человек. И один гость встречает уже. И встречает один гость. Вот он, чего. Видимо, юморист тут живет. Откуда-то доски человек привез, дрова сделал. Вот. А проход тут сырой. Артур вот идет, я тоже пройду. Опа. Сапоги мы одели. Недалеко трасса, слышны звуки, машины ездят. Артур бежит своему знакомому. Заходим в ухоженный двор. Ворота красиво сделаны. Коми-парма отсюда открывается. О, вода. Для сельских жителей нужна. Это все написано надо, вот и тогда. Да. Кто-то там дома есть? В доме оказалось два человека. Дядя Борис и мальчик Юра. Он пришел к нему в гости. А Юра, несмотря на свой юный возраст, ему 16 лет, многое знает о республике Коми. Откуда ты это все знаешь? Ну, я интересовался. Родина как-никак. И как тут топор точить? Пусть точит нас, мечтал. Вообще, Петкадлан. о, это как коловочно. Кыган. Да. Удивительно, котка крутит, Мама крутит, а ты типа... а метаете типа суала. Вот люди, которые живут без электричества, в таких далеких уголках, у них большая часть ручной труд. Как я живу? То лоху дедлы, то таджола, то татем нам квартира мам баклен, да, аджан, да, то джед. Таны тому юте, таны ваш фото я своим баке, баке мах, колк петкет лаг. Ну-ка, где дядя Борис дом сейчас? Вот этот дом. А, вот наверху. Да. Таны машвален кентке, это не гилавла. Этот житник привозил. То бандит есть. А ты куда осталась пища? То. Меча главный бандит. Да. Да, что его навлена? Это я. Мыка, ваш нина, я. Вместе мой прапрадед хотел ставить мельницу. У него было очень много отличных идей, которых он, к сожалению, не смог воплотить. Еще одна идея у него была поставить электрогенератор на реке Кулымью. Но, к сожалению, напора реки не хватило для генерирования электричества. Но много раз здесь медведей видел уже. Вот. Ты сам видел, да? Да, лично. И как реакция у тебя какая на них? Ну, дядя Борис предупредил заранее и сказал, все отлично будет. Что, как на бейсболке у меня написано, смотри, Энпов. Энпол. Тоже это я, Не бойся. я такие же хотел тоже взять. Здесь стоял житник. Вот здесь стоят 4 пенька. Вот. И на этом месте мой прапрадед хотел поставить баню. Вот. Стоял сруб. Вот. И как бы с прабабушкой они развелись и переехали в Усть-Кулом. Потом он забрал вот этот сруб и сделал в Усть-Куломе себе дом. Это почему так, ну, ты такой любознательный? Потому что предки мои, очень хочется знать культуру. Корни, да? Да. И коми язык я с 19-го года начал учить. А, то есть не знал? Да, вообще, вот абсолютно не знал. Как так вышло? Где-то вырос в среде какой-то, да? Ну, получается, да, в садике, в школе никто не разговаривал по Это в коми. Сыктывкаре, да? Нет, в Усть-Куломе А, здесь. в Усть-Куломе здесь, да? Меня просто изначально по коми не учили. И... Вот. А до этого я знал Шур, Кайны. Аджан койка смотри, танужла, татаны. Да, сонут паждарын. То чайник пуаджан. Вот чай-то и вам. Без света живете? Ну, таджиес там еще тевчан. Керосиновая лампата. Чина. Китай салтан. Орору. Аджан. Живы будем, не помрем. Мёла вырын, юдоргыра, чуггыран. Важанын, дыр ола.
Там мы нам день рождения. Türe Аугуставна. Это в лесу я живу уже, сейчас скажу, наверное, больше 30 лет, может больше даже. А почему решили жить в лесу? Почему? Потому что родился здесь, в Юдоре, деревня Юдор, чуть гора. Вот потому что тут и живу до сих пор. А где-то работали? Работал в ДРСУ, дорожником, на БЗ. Пенсии нету, пенсии не платят. 69, говорит, придешь, тогда и получишь пенсию. Вот и так, вот и живу. А сейчас вам сколько все-таки? А сейчас сестра помогает мне, сестра, дочка. Сестра очень много помогает с племянницей. Вот так. Он сейчас волны, тикетти волны. Тарьясы волны, месяцы двистали, да. А тату веттерли, век веттерли. Чина. Друзья, вот во дворе у дяди Бориса стоит такая пристройка, она небольшого размера, называется кебрык. Там хранили мясо, это как ледник. Сейчас там ничего нету, как только настанет зима, туда затолкают снег, положат мясо, и оно до весны проживет, не испортится. У дяди Бориса здесь баня. Баня опустилась уже, сильно старенькая. Вот. Там на полу бревна. Очень гладкие. Замечательно мыться. Вот. Париться тоже. А можно буду зайти посмотреть, что там вообще? Что за бревна? Разумеется. А в сапогах можно? Ну и в сапогах можно, да. Только главное, берегите голову. Тут уж сильно надо нагибаться. Вот она баня как выглядит. Баня невысокого входа. Вот так вот мы зашли. Дом 1970 года постройки. Строил отец его. То есть буквально недавно тут еще жили люди? Жили здесь люди до 76 года, насколько мне известно. У них были самые большие огороды в этой деревне. Так вот. Вот как раз вот здесь и была кузница. За этой стенкой так называемой. Вот. А ты вообще как молодой, что дальше думаешь? Будешь жить в республике? Или Ну да, буду строиться в Усть-Куломе. Подымать себе дом. Никуда я отсюда уезжать не планирую. Буду стараться на благо республики. Если это не будет мне непозволительно. Видите, какие у нас разнообразные села? Есть огромные, где живут тысячи человек, а есть маленькие, где только один человек живет. Например, это Юдор. Дяде Боре огромный привет. Если вы захотите к нему приехать в гости, спросите у меня маршрут, приезжайте и не забудьте привезти ему что-нибудь вкусненького. Он будет очень рад. Все, спасибо, друзья. Всем пока. До скорых встреч.